В скором времени Александр резко изменил жизнь. Семья, дети, общественная работа. ОМОН пришлось оставить, но не братство единомышленников. После увольнения из правоохранительных органов он прошел и предпринимательство, и стройку, занимался воспитанием подрастающего поколения. С 2014 года я возглавила родительский совет города Якутска. Это общественное движение было. С 2015 года мы уже открыли некоммерческую организацию «Родительский совет города Якутска», куда входили все председатели родительских комитетов школ города. Ну и, конечно же, работали по разным направлениям, и одним из важных направлений у меня тогда было вот именно по патриотическому воспитанию детей. Так Туяра с супругом рука об руку шли по жизни. Начало СВО Александр Колесов встретил на посту заместителя руководителя Дома дружбы народов, где, как и везде, пришелся к месту. Налаживал отношения с руководителями культурных и национальных объединений, со всеми находил общий язык. Семья Колесовых, Туяры и Александра у нас в городе всегда была на виду. Они большие общественники по родительскому совету города. И Туяра Валерьевна многие годы возглавляла этот общественный совет. Ну, во-первых, надо сказать, что Александр человек военный, и потому у него все было системно, все, логистика была выстроена очень правильно, и он очень быстро нашел язык со всеми нашими НКО, очень активно внедрился в эту область. В первые же месяцы СВО Александру Гаврилевичу удалось побывать в зоне боевых действий. Туда он поехал с помощью бойцам. Тогда и понял, что должен присоединиться к своим. Я вот хочу тут отметить, да, что добровольцы были и до создания нашего отряда. Они уже с марта месяца, ребята по 5-10 человек с Якутии, с нашей республики, уже воевали и в Херсонском направлении, в Запорожье, вот, уже были. Но тогда вот они не как отряд шли, да, а сами шли. Я же вот в конце марта, как вернулся с командировки через месяц, тогда сразу написал обращение, что я поеду на СВО. Но тогда меня передержали. Сказали, летом, придет время и отправитесь.